интересом. Это потому, что тебя очень тревожит. Вот здесь всех присутствующих тема, связанная с Пицундой, а в дальнейшем, как развивались все события, просто это, знаете, как уже... То есть ты уже не понимаешь, для чего, что дальше. Вот ты когда слышишь то, что происходит, то, что делает руководство страны, ты понимаешь, что надо что-то сделать. И, конечно, речь идет не потому, что вот спрашивает, ну, давай ты пойдешь или ты... Нет, мы все должны туда прийти как бы к единому мнению. И вот что Гурам Джотович говорит, мы уже стали, вот обсуждая возможность такого объединения, мы говорим уже о национальных приоритетах, о национальной концепции, потому что на протяжении практически послевоенного периода у нас идея создания вот национальных каких-то идей, мыслей, возрождения государства напрочь отсутствует. Но это как бы такая вступительная часть. Я сейчас немножко, если коллеги меня пусть простят, я всегда стараюсь выступать очень достаточно радикально, я сейчас выступлю, может кому-то не понравится, но я скажу свою точку зрения. У меня вообще, я хочу предъявить претензию, и я вот сейчас напрямую, даже общаясь с вами, буду обращаться к руководству страны. И абсолютно мне, честно говоря, я не боюсь, кроме, как говорится, Божьей кары, ну вот я хочу сказать следующее. У меня претензия одна. Вот когда мы пишем на страницах Фейсбука, интернета, там, пространство и возмущаемся, почему посол себе позволяет такие вещи и обвиняем посла. А я хочу сказать, товарищи, друзья, мы не имеем права ему ничего говорить. Если такую риторику допускает наше руководство, значит, мы того заслужили. Вообще, как есть такое, да, расхожее мнение, человек стоит столько, во сколько он оценивает себя сам. Наше руководство оценило нас, ну, знаете как, до уровня состояния какой-то торга на рынке, понимаете? То есть какого-то предмета, который ты торгуешь на рынке. Я хочу сказать, у меня конкретная претензия к президенту страны. Вы послушайте, это что такое? Слушайте, значит, элементарно, вот даже то, что свидетельством того, что происходит, да, у нас вот в стране, он подводит каждого депутата, простите, я буду говорить жестко, как телка на заклане, показывает, знакомит с послом России. Для чего? Для чего? Объясните, что мы сделали? Что надо депутатам объяснить? Объясните. Что депутатам надо объяснять, что это касается твоей земли, твоей родины, твоего будущего. Это надо депутатам объяснять. Я хочу сказать, когда дипломат позволяет себе и говорит о том, что это сегодня первый этап Пицунда. Понимаете, у абхазцев есть хорошая пословица, вот я ее говорила, я скажу ее на абхазском, «Ачахаша аквадурюхет», да, вот что должны говорить мы, говорят другие нам. То есть нам говорят о лакмусовой бумажке. О какой лакмусовой бумажке может идти речь? Когда мы должны поставить лакмусовую бумажку, это тот индикатор, который будет оценивать развитие нашей страны на будущее. Это то, о чем говорит Гурам Джотович, и большое уважение к нему. Просто это идея нашего, ну я не знаю, не создания, нет, мы уже создались давно, мы выиграли войну, мы живем 30 лет. Это сохранение нас, понимаете, как государства, как суверенного государства. Еще один момент. Я хочу сказать президенту, вот, знаете, есть такое понятие нерукопожатость. Я его употребляла когда-то в парламенте. У меня есть там коллеги некоторые, которые мною не рукопожаты. Я хочу сказать, он думая, что если мы отдадим Пицунду, а вслед за Пицундой продадим все, что мы имеем, он будет рукопожат? Да не уважают таких людей. И никогда эти люди не будут рукопожаты. Никогда. Надо, как сказал Гурам Джотович, надо уметь на интересы, национальные интересы, которые нам интересны, которые будут способствовать нашему развитию, говорить «да», а то, что не способствует нашему развитию, который наносит ущерб нашим национальным интересам, надо говорить «нет». И говорить «нет» четко. Вы думаете, Владиславу Григорьевичу Арденбо было легко не подавать руку Шеварднадзе? Но он сумел как-то это сделать. Слушайте, надо быть, мы маленькое небольшое государство, но надо быть государством с лицом. Простите, пожалуйста, а не надо кланяться на все, что нам говорят, говорить «да». Послушайте, я вам скажу больше, когда я еще быть на свою депутатом, сейчас я, наверное, уже долго говорю, быть на свою депутатом, когда мы общались по концепции стратегии национального развития, когда он сказал, ну предложите, давайте изменим, как хотите. Не как хотите, а как должно. Понимаете?
Мы должны жить как должно. И я еще раз хочу сказать, наш президент, ему непонятно, он поэтому и торгует нашей страной так запросто и так легко. Скажу Крамолу, как всегда. Потому что он не знает боли. Он за нее не переживал. Он ночами за нее не спал, когда год ребята отдавали свои жизни. Он тихо, спокойно находился в Москве и отдыхал. И находился больше, чем я уверена, в ресторане каком-нибудь. На тот момент в Шишимине сидел. Слушайте, я хочу сказать, у меня лично, как у женщины, как у матери, у меня нет другой страны. У меня некуда, когда он все продаст, мне некуда ехать. И поверьте мне, с моей пенсией, которую я буду получать через год, я и не куплю ничего себе. У меня еще один вопрос. У меня вопрос к СГБ, к Роберту Киу, председателю службы госбезопасности. Какую безопасность он несет моей стране? Он подменяет понятие службы государственной безопасности службой государственной службы охраны. На службе государственной охраны работает хороший молодой человек, достаточно достойный и хорошо выполняет свою работу. Я не могу понять, что у нас к президенту представлены все службы МВД, СГБ, ГСО. Так сколько служб надо охранять нашего президента? Скажите мне, а для чего его охранять, если завтра он просто стоит как на рынке петрушкой нами торгует? Это надо охранять? Я хочу обратиться к сотрудникам службы госбезопасности. Вы такое хотите охранять? Вы такое хотите сохранить своим детям, да? Прошу прощения, уже эмоции вошли. Просто это болит. Это правда болит. У нас дети растут. Я еще раз повторюсь, дети Аслана Георгиевича здесь жить не будут. Ну, не считая зятя, может быть. Ну, будем говорить все, что есть, слушайте. Но, нет, иногда надо. Я хочу, чтобы мы понимали, что наши дети, и то, что говорит Гурам Чотович, простите, здесь у меня, это не оппозиционный мой взгляд, это мой взгляд всегда был такой. Он всегда был у меня таким. И Аслан Георгиевич точно это знает, потому что мы сидели с ним рядом, когда были депутатами, коллегами. Я хочу сказать, нам надо объединиться, нам надо провести собрание, как говорит Ливан. Мы должны вместе определить вот как раз-таки те мысли, идеи, которые говорит Гурам Чотович, определить цели.